Глава 9. Золотая осень. Цивилизации. От надлома к расцвету. Фаза надлома, которой мы уделили столько внимания, в Европе хронологически совпала с эпохой Возрождения, временем, которое принято считать расцветом культуры. Как видно из приведенных примеров, а все прочие им не противоречат, эту фазу снижения пассионарного напряжения трудно считать расцветом. Во всех известных случаях смысл явления заключается в растранжиривании богатств и славы, накопленных предками. И все же во всех учебниках, во всех работах, во всех многотомных историях искусства или литературы и во всех исторических романах потомки славят именно эту фазу, прекрасно зная, что рядом с Леонардо да Винчи свирепствовал Савонаролла, а Бенвенуто Челлини сам застрелил из пушки изменника и вандалиста коннетабля Бурбона. Очевидно, широкий диапазон поступков от подвигов до преступлений действует на эстетические струны души исследователя и романиста. А поскольку каждому человеку свойственно помнить светлые полосы спектра и забывать темные пятна, потому-то и называют эти жуткие эпохи расцветом. Чаще всего такой расцвет вызывает реакцию, стремление к ограничению распри и убийств. Этому стремлению способствует и то обстоятельство, что представители популяции индивидуалистов столь интенсивно истребляли друг друга или гибли во внешних войнах, манивших их богатой добычей, что процент их снижается, и тогда один из них, победивший, слегка модифицирует принцип общежития, заявляя «будь таким, как я». Возникает общезначимый идеал новой фазы. В некоторых случаях идеал персона, чаще это отвлеченный идеал человека, на которого следует равняться и которому надо подражать. В том и другом случаях смысл дела не меняется, а вариации соотношения между физическим и моральным принуждением для этнологического анализа несущественны. В Англии общезначимым стал идеал джентльмена, в Византии был идеал святого, в Центральной Азии идеал богатыря, в Китае просвещенного крестьянина, грамотного, читающего философские книги. Римляне сделали идеалом своего первого императора, Октавиана Августа, и сказали: вот идеал, ему надо подчиняться. А когда Октавиан умер, его заменил следующий, причем было предложено даже переменить название месяцев. Первый месяц, июль, они назвали в честь Юлия Цезаря, второй — Август, в честь Октавиана Августа. Третий хотели назвать Тиберий, в честь очередного Цезаря. Жуткие подхалимы были римляне. Но Тиберий был человек сухой, очень деловитый. Он сказал: «А что вы будете делать, когда дойдете до 13-го Цезаря? Пусть останется сентябрем». Но и Тиберий принял почитание себя как бога. После этого в Римской империи от Тиберия до Константина императоры почитались как боги, кем бы они ни были, потому что император стал мерой всего, эталоном, на который должен был равняться каждый римский гражданин или подданный империи. Любое уклонение от общепринятого императива, где бы оно ни происходило, в Европе, в мусульманском ли мире, в восточно-христианском, на Дальнем Востоке или у индейцев Центральной Америки, рассматривается как что-то очень одиозное и неприятное. Если человек говорит: «а я не хочу быть на него похожим», это уже нехорошо. Это уже уклонение от нормы. Это или лень, или крамола. А то и другое преследуется. А если человек говорит: «я, в общем-то, хочу, но у меня не получается», да и некогда, это небрежение обязанностями, за это положено наказание. Человек должен все время стремиться к достижению идеала. Он не должен стремиться быть лучше своего идеала, потому что тогда он претендует на большее, чем ему положено. Выше идеала никто не может быть. А если хочет, это дерзость, и это должно быть тоже наказано. Таким образом, это порядок, который обеспечивает возможность спокойно жить и существовать в меру своих обязанностей, никогда не претендуя на достижение решающего успеха.
И даже лучше вообще не стремиться к слишком большому успеху. Этот императив является естественной реакцией на те кровавые излишества, на те ужасы, которые люди пережили в предыдущую эпоху. Поэтому он встречает большое одобрение основной массы населения. Подавляющее большинство предпочитают любую регламентацию, позволяющую надеяться на защиту от произвола сильных. Поэтому отличительной чертой инерции является сокращение активного пассионарного элемента и полное довольство эмоционально-пассивного и трудолюбивого обывателя. Склад обывателя встречается во всех стадиях развития этноса, но на ранних стадиях он подавляется рыцарями или индивидуалистами, а здесь его лелеют, ибо он никуда не лезет, ничего не добивается и готов чтить господ, лишь бы они его оставили в покое. И вот эту фазу этногенеза мы будем называть осенью. Причем золотой, в отличие от последующей дождливой и сумрачной. В эту осень собирают плоды, накапливают богатство, наслаждаются покоем, нарушаемым только внешними войнами, расширяют территории своих государств и терпят, пусть нехотя, великих мыслителей, художников, писателей, и даже иногда не дают им умереть с голоду. Транжирится только пассионарность, но кто на это обращает внимание? Но если с гармоничными людьми дело обстоит просто, то факт снижения пассионарности в мирное тихое время способен вызвать удивление. Как же так? Войны-то нет? Попробуем разобраться. Издержки рассвета. Как правило, во время войны пассионарии не успевают завести семью. Но они все-таки оставляют незаконных детей, которые, собственно, и поддерживают систему на довольно высоком уровне пассионарности. И наоборот, в мирное время комплементарность меняет свой знак. Если женщины во время войны ценят героев, а герои часто гибнут, то в спокойные эпохи они ценят положительных, основательных людей, которые способны обеспечить их и потомство. Вспомните хотя бы «Горе от ума». Уж на что яснее. В Софью влюблен пассионарный Чацкий, но она предпочитает субпассионария Молчалина. Почему? А он ей больше нравится. И она совершенно искренна. Она убеждена, что именно этот добросовестный чиновник, который бесспорно себе сделает не особенно шикарную, но вполне достаточную карьеру в Москве, даст ей спокойную жизнь и обеспечит ее детей. Этот пример очень характерен. Такую и хорошо, если не худшую реакцию встречает в это время яркая индивидуальность. Например, французский историк Буассье написал прекрасную книжку о позиции времен римских цезарей. Это ее французское название, где он показывает, что в Римской империи в эпоху самых жестоких цезарей подавляющая масса населения была довольна. Все у них было, и пища в изобилии, потому что не было техники. И труд не шел на изготовление машин, а шел по преимуществу на изготовление пищевых продуктов. Они ели так вкусно, как у нас не едят миллионеры. Дома у них были исключительно удобные, потому что, опять-таки, без особых фокусов с водопроводами, телевизорами и всякими газами. Они имели атриум, бани, бассейн, жили в прекрасном климате, могли купаться в море. У них не было дорогостоящего мыловаренного производства, зато они натирались естественными маслами и потом смывали их. Это лучше мыло действовало, укрепляло кожу. Если они никуда не вылезали, ни к чему особенному не стремились и не лезли в Рим, где действительно было очень плохо, ибо в столице все очень обижали друг друга, а жили в провинции, так никто их не трогал. Римская империя буквально набухала сытостью. Роскошь пиров, даваемых богатеями, хорошо описана Петронием в пире Тримальхиона. Но нам важнее знать, чем и как питались бедняки и рабы. Главной пищей римлян был хлеб с приправами соленых маслин, уксуса и дешевой пресноводной рыбы. Богат был ассортимент овощей. Лук, чеснок-порей, щавель, укроп, горчица, сельдерей, тмин и на сладкое – инжир, яблоки, груши. Горячей пищей была бобовая или чечевичная каша,
растительное мясо, восполняющее недостаток в белках. Мяса было мало, свинина считалась лакомством, а молоко и творог были в изобилии только у пастухов, гонявших стада от Калабрии до Самниума. Слабое вино с водой играло ту же роль, что у нас чай. И тем не менее, в эту эпоху все историки, и римские, и поздние, отмечают исключительную жестокость, исключительное зверство, которые касались очень небольшого слоя пассионарных людей и тех, кто был с ними связан. И даже не класса какого-нибудь, нет. Можно было быть сенатором, римским патрицием, но если ты живешь у себя на вилле, то тебя, пока у государства не будет нужды в деньгах, не тронут. Почему в деньгах? Потому что каждая казнь вела за собой конфискацию имущества. И когда нечем было платить легионам, то тогда сразу оказывалось огромное количество богатых преступников. Первоначально римское войско было ополчением. Воин в походе получал от государства паек, единообразное вооружение и небольшое жалование, из которого вычиталась стоимость оружия и пайка. Рабы и бедняки в армию не допускались. Во II веке до нашей эры консул Марий повысил солдатское жалование и привлек в армию пролетариев. Для солдат был установлен срок службы сначала 16, а потом 20 лет. Армия оторвалась от народа. Август превратил легионы в постоянное войско, оплачиваемое государством. Тогда, в I веке, начались солдатские мятежи. А если человек в среднем достатке живет, живи себе на здоровье. Вот те, которые лезли в Рим и не могли удержаться от того, чтобы не принять участие в политике, в играх, в ухаживании за дамами, а это тоже было предметом спорным в Риме, те бросались в глаза, и их, конечно, казнили. Казнили исключительно нехорошо. Подробности можно найти у Светония в жизнеописании 12 Цезарей. Но эти энергичные римляне, не согласные с мнением Цезаря или недостаточно осторожные в выборе друзей и подруг, были далеко не единственным объектом преследования. Преследовались и христиане, зародыш нового этноса, византийского, находившегося в фазе подъема. Религиозные гонения тоже начались в инерционной для римского этноса фазе. А почему? Да потому что вели себя христиане вовсе не так, как предписывал новый императив. Они не только кесарю, но и простым римлянам не подражали. Вместо того, чтобы выпить, закусить или поспать в свое удовольствие, они где-то собирались, о чем-то непонятном говорили, чужих к себе не пускали. Их тоже сажали, тоже предавали казни. В древности повсеместно, в Риме, в Индии и в Центральной Азии, бытовало поверье, что существуют колдуны и духи покойников, вроде вампиров, которые могут нападать на живых. Верили в колдунов и колдуней, которые якобы могут летать по воздуху и наводить чары. При императорах колдунов и гадателей начали высылать за пределы Рима, а если те возвращались, то и сжигали. Обычай сжигать людей, не похожих на нас, ввела таким образом вовсе не христианская церковь. Он, как мы видим, был в языческой Римской империи. С чем мы это можем связать? Колдун или ведьма считались людьми необыкновенными, людьми с особенными индивидуальными качествами. А поскольку после гражданских войн наступило время, когда все выдающееся из ряда стало раздражать массу, когда лозунгом стала «золотая посредственность», это слова Горация, друга Августа, то и эта категория людей пострадала на общих основаниях. Знаменательно, что в предшествующую эпоху римской истории, эпоху гражданских войн и страшных казней, эпоху Мария и Суллы, восстаний Кателины и Брута, убийств, которые произвел Антоний, никто никого не преследовал за религиозные убеждения или за какие-то особенные качества. Тогда не трогали ни колдунов, ни гадателей, которых было много. Никто ими не интересовался. Существует соблазн подумать, что весь наступивший вслед за этим позор и ужас свойствен исключительно грубому древнему миру. А так ли это? Посмотрим в аналогичную эпоху на просвещенные европейские страны. В Европе инерция началась в конце XVI века. И что же?
Французы изгнали гугенотов, англичане резко ограничили католиков. Германии было не до того, потому что там был такой ущерб в населении, что в городе Нюрнберге даже разрешили двоеженство для того, чтобы пополнить как-то количество людей. В Испании работала инквизиция. В протестантских странах, в Голландии, например, работали суды с теми же правами и с теми же функциями, как инквизиция. Именно в XVI веке началась та инквизиция, о которой мы читаем в книжках и которой в средние века еще не было. В средние века была первая инквизиция, основанная для борьбы с врагами церкви альбигойцами и ложно крестившимися евреями. Донос в первой инквизиции требовал доказательств, а следствие не было тайным. Наряду со многими приговорами, осуждавшими виновных к наказаниям, эта инквизиция вынесла и много оправдательных приговоров. В XVI веке работала вторая инквизиция, которая не оправдывала ни в каком случае, а для доноса не требовалось никаких доказательств, и дожила она до наполеоновских войн. Предметом ее деятельности, так же как и у юстиции римских императоров, было преследование ведьм и колдунов. Как видим, этот момент – важный индикатор, характеризующий сдвиги в этническом сознании, порожденные новой фазой этногенеза. Ведь в европейском средневековье, так же как и в республиканском Риме, отношение к проблеме было диаметрально противоположным. Ведьмы колдунов не преследовали. Так в лангобардском и франкском законодательстве IX века за донос на женщину, что она летала по воздуху и наводила какое-то колдовство, доносчика наказывали. Лангобарды – тюремным заключением, а франки – смертной казнью. То есть такой донос заведомо считался злостным оговором и клеветой, ибо каждому нормальному человеку здесь было ясно, что женщина на помеле летать по воздуху не может. И наказывали доносчиков. В XI веке, правда, перестали наказывать, но и дело к рассмотрению не принимали. В XIII веке дела стали принимать к рассмотрению, но по большей части оправдывали. Но пришла эпоха Возрождения, и всех, кто отклонялся от следования идеально средней норме, стали истреблять. 200 лет пылали костры, и только наполеоновские войны прекратили эту охоту за ведьмами в просвещенной Западной Европе. Предпоследнее сожжение произошло в Севилье в 1792 году, а через 2 года в протестантской Швейцарии в последний раз по такому доносу сожгли какую-то несчастную женщину. Как видно из этого примера, занимались этим одинаково усердно и католики, и протестанты. Следовательно, причина действительно лежала не в области религиозных разногласий, а в общем поведенческом сдвиге всех членов расколотого христианского мира. Таким образом, инерционный период, который я сейчас описываю, бесспорно имеет свои отрицательные стороны, но имеет и свои достоинства. Сейчас скажем немножко о положительных сторонах. Гармоничные люди, которые удовлетворялись своей судьбой и своим положением, имели полную возможность делать великолепную карьеру. Они выполняли свои обязанности и получали за это огромную мзду. В европейский период с колоний, в римский период с провинций, в общем, за счет захваченных территорий. Если их число, скажем, превысило бы возможное количество благ, то что им оставалось бы делать? Англичане, как мы знаем, нашли великолепный выход – майорат. Только старший сын может наследовать имущество своего отца-лорда, а остальные, пожалуйста, служите в колониальных войсках. Большая часть не вернется, а кто вернется с деньгами, их и обеспечивать не надо. Вспомните роман Коллинза «Лунный камень». Из 2 сыновей лорда Гернкастля старший получил титул и имение, а младший Джон определился в военную службу. Но слишком большая строгость в армии была не по силам высокородному Джону. Он отправился в Индию посмотреть, так же ли там строго, и понюхать пороху. Что касается храбрости, то надо отдать ему должное, он был смесью бульдога, боевого петуха и дикаря. Естественно, что в колониях беспокойный характер Гернкастля проявился в полную силу.
Уже полковником он возвратился в Англию с такой репутацией, что перед ним заперлись двери всех его родных. Мужчины не пускают его в свои клубы, женщины, на которых он хочет жениться, отказывают ему. От скуки полковник начинает курить опиум, собирает старые книги, производит какие-то странные химические опыты, веселится с самыми низкими людьми в лондонских трущобах и, наконец, умирает в полном одиночестве, окруженный только экзотическими животными, привезенными из Индии. Все свои деньги он завещает на основании кафедры экспериментальной химии в одном из северных университетов и на уход за своими животными. Вот образчик судьбы пассионарного человека в инерционной фазе. Он презирается обществом и умирает, не оставив законных потомков. Так определился у европейцев в этой фазе склад пассионарности и наклонность к колониальным захватам. Потому что при такой технике и, самое главное, при том уровне пассионарности, какие были у англичан, голландцев, французов и даже у испанцев и португальцев, они имели колоссальный перевес над народами более старыми, родившимися ранее, чем они, и поэтому еще менее пассионарными, менее энергичными. За пределами Европы. Пассионарный толчок в Африке довольно четко прослеживается. Он произошел на рубеже нашей эры, тогда же, когда и в Византии. Византия, как вы знаете, была захвачена в XV веке турками, а с XV века Западную Африку с потрясающей легкостью захватывали европейцы, почти не встречая сопротивления. В Индии пассионарный толчок проявился в VII веке, то есть на 200 лет раньше, чем в Европе. Но Индия – это не страна и не народ, это полуконтинент, вмещающий в себя несколько суперэтнических целостностей. И поэтому появление дополнительного компонента дало возможность англичанам захватить сначала Бенгалию, а затем при помощи искусной дипломатии подчинить себе всю Индию. Сделали они это руками ирландцев, завоеванных ими и нанимавшихся в солдаты, лишь бы найти кусок хлеба, и местных индийских сипаев. Сипай по-персидски значит «воин». Слово это стало обозначением англо-индийского солдата. То есть Индия была завоевана руками индусов. Об Америке разговор особый. В Северной Америке тоже не было пассионарного толчка очень давно, и географические условия там для него неподходящие. Там монотонные ландшафты, поэтому английское и французское продвижение в Америке, несмотря на сопротивление индейских племен и мексиканцев, проходило почти беспрепятственно. Разница была только та, что французы нашли довольно быстро общий язык и общую систему быта с гуронами и индейцами Кри, которые жили в лесах, а англичане страшно с ними воевали. Но это дело не меняло. Так была захвачена Северная Америка. То есть и колониальное движение, подобно жидкости, выдуваемой из пульверизатора, распространялось по линиям наименьшего сопротивления. Где было легко, там было хорошо и удачно. Например, энергичные голландцы захватили Южную Африку, где их противниками были почти совсем голые готентоты, все состояние которых заключалось в стаде быков, а вооружение – обожженные палки, которыми они пользовались как копьями. С ними, оказалось, можно справиться, тем более что голландцы нашли с ними и какие-то контакты, использовали в качестве проводников в продвижении дальше на север. Это была крестьянская колонизация, потому что климат там умеренный и подходящий для европейцев. А вот Малайский архипелаг – зона контактов, и поэтому большого сопротивления малайцы оказать не могли. Перед этим малайские племена были захвачены мусульманами, и значительная часть их перешла в ислам, то есть там уже не было монолитного этнического субстрата. Поэтому захватить Яву голландцам удалось сравнительно легко. Просто одни завоеватели сменили других. Однако ни в Китае, ни в Афганистане, ни в Турции, ни в Японии
европейцы долгое время не имели никакого успеха, во всяком случае в этот инерционный период, характерный для Европы XVIII и даже XIX веков. Ну и в этом плане Европа инерционной фазы не исключение. Территориальное расширение в создании грандиозных империй, обширных колоний характерно для всех этносов, сумевших дожить до фазы цивилизации. Ведь фаза надлома – возрастная болезнь этноса, катаклизм, который надо уметь пережить, что удается не всегда и не всем. Например, арабо-мусульманскому суперэтносу это не удалось. Но если этнос во время катаклизма не распался и сохранил здоровое ядро, он продолжает жить и развиваться более удачно, чем во время пассионарного перегрева и раскола поля. Тогда все мешали друг другу, а теперь выполняют свой долг перед Родиной и властью. Трудолюбивые ремесленники, бережливые солдаты, исполнительные чиновники, храбрые мушкетеры, имея твердую власть, составляют устойчивую систему, осуществляющую такие планы, какие в эпоху расцвета казались мечтами. В инерционной фазе не мечтают, а приводят в исполнение планы, продуманные и взвешенные. Поэтому эта фаза кажется прогрессивной и вечной. Именно в этой фазе римляне назвали свою столицу «Вечный город», а французы, немцы, англичане были уверены, что вступили на путь бесконечного прогресса, ведущего в вечность. А куда же еще? Лишь социальное развитие идет по спирали, а этническое – дискретно, то есть имеет начало и концы. Поэтому, чтобы подтвердить, что Европа не исключение, перенесемся с западной окраины Евразийского континента на восточную и посмотрим, что там происходило в инерционной фазе, наступившей на 100 лет раньше, чем в Европе. В сердце Азии. Монотонный ландшафт Орало-Каспийской равнины на востоке пересечен цепью горных кряжей Алтаем, Тарбагатаем, Сауром и, наконец, западным Тяньшанем. Склоны этих гор – одно из красивейших мест Земли, и неудивительно, что обитатели Алтая мало похожи по культуре, быту и историческим судьбам на жителей степи – гузов, кангалов, карлуков и даже куманов. По отношению к степным соседям Алтай – крепость, крутой скат – Эргене-Кун, где при любых переменах вокруг можно отсидеться, не сдаваясь противнику. Пищи там достаточно, для скота есть прекрасные пастбища, северные склоны речных долин, опаленные южным солнцем, а для охоты – южные склоны, поросшие густым лесом, по которым солнечные лучи только скользят, не иссушая почву и не сжигая растения. В чистых речках много рыбы, на опушках леса птицы. Короче говоря, Алтай – самое благоприятное место для сохранения культуры, даже зародившейся в совсем других местах. Потому так богата и разнообразна археология Алтая. И не случайно, что именно на Алтае началась добыча и обработка железа, ранее получаемого хуннами из Тибета и Китая. Инерционная фаза Великой Степи продолжалась 200 лет, 546-747 годы, и закончилась трагически. Этнос-создатель исчез, оставив потомкам только статуи, надписи и имя. А может быть, это не так уж мало? Вихрь времени ломал дубы, империи и клены царства, но степную траву он только пригибал к земле, и она вставала неповрежденной. Жужжане, разросшаяся банда степных разбойников, с 360 года терроризировали всех соседей, и после удачных внезапных набегов укрывались на склонах Хентея или монгольского Алтая. Захваченные в плен, они находили способ убежать. В 411 году жужжане покорили саянских динлинов, вернее остатки их, и Баргу. В 424 году разгромили столицу империи Тобавэй. В 460 году взяли крепость Гаочан в Турфанской впадине.
а в 470 году разбили Хотан. Жужжане были проклятием кочевой Азии и всех соседних государств. Но и этому осколку эпохи надлома должен был наступить конец. Во время жестокой эпохи надлома, перемоловшей все племена в муку, военные отряды часто комплектовались из представителей разных этносов – хуннов, сяньбийцев, тангутов и прочих. Во главе такого небольшого отряда, 500 семейств, стоял некий сяньбинец Ашина, служивший хунном Хэси в 439 году. После завоевания страны табгачами Ашина увел свой отряд вместе с семьями воинов через Гоби на север, поселился на склонах Алтая и стал добывать железо для жужжаний. Это были предки этноса тюрк. Этноним не надо путать с современным значением этого слова, лингвистическим. В XIX веке их называли тукю по-китайски и тюркют по-монгольски. В конце IV века, когда повышенное увлажнение снова покрыло землю травой, на северо-запад Великой степи перекочевали теле, ранее жившие на окраине державы Хунну. Теле изобрели телеги на высоких колесах, весьма облегчившие им кочевание по степи. Они были храбры, вольнолюбивы и не склонны к организованности. Формой их общественного строя была конфедерация 12 племен, из которых ныне известны якуты, теленгиты и уйгуры. Этноним их сохранился на Алтае в форме телеут. В 488 году телеуты уничтожили хунское царство в Семиречье, Юебань, распавшееся на 4 племени. Телеуты воевали в Средней Азии с эфталитами, а в Восточной – с жужжанями, и крайне неудачно. Наконец, в 545 году телеутов покорил глава тюркютов Бумын-Каган, и с тех пор тюркюты геройствовали их силами в пустынях севера. К тюркютам примкнули и остатки хазар, болгары, утургуры на Северном Кавказе, кидани в Маньчжурии и сагдийцы, а жужжане, эфталиты и агоры были побеждены. Так создался великий тюркютский каганат. Чтобы держать в покорности такую огромную страну, надо было создать жесткую социальную систему. Тюркюты ее создали и назвали Эль. В центре этой социально-политической системы была Орда, ставка хана с воинами, их женами, детьми и слугами. Вельможи имели каждый свою орду с офицерами и солдатами. Все вместе они составляли этнос Кара-Будун или Тюрк-Беглер-Будун, тюркские беги и народ, почти как в Риме, сенат и народ римский. Термин «орда» совпадает по смыслу и звучанию с латинским «ордо» – орден, то есть упорядоченное войско с правым, восточным и левым, западным крылами. Восточные назывались «тёлес», а западные «тардуш». Это все вместе было ядро державы, заставлявшее головы склониться и колени согнуться. А кормили этот народ войска агузы, покоренные племена, служившие Орде и хану из страха, отнюдь не по искренней симпатии. Восстания племен то и дело возникали в тюркютском эле, но жестоко подавлялись, пока одно из них не оказалось удачным. Тогда тюркютов не стало. И вот что интересно. Вместе с усложнением социальной структуры идет снижение эстетического уровня. Искусство тюркютов, надгробные статуи, хотя и эффектны, но по выдумке и по исполнению несравнимы с хунскими предметами звериного стиля. Тюркютское искусство уступает даже куманскому, то есть половецкому, сохранившемуся в европейской части Великой степи. Но это не вызывает удивления. Тюркюты все время воевали, а это не способствует совершенствованию культуры. Зато оружие, конская сбруя и юрты – все то, что практически необходимо в быту, выполнялось на исключительно высоком уровне. Но ведь такое соотношение характерно для инерционной фазы любого этногенеза. По сути дела, каганат стал колониальной империей, как Рим в эпоху принципата,
когда были завоеваны Прирейнская Германия, Норик, Британия, Иллирия, Дакия, Каппадокия и Мавритания, или как Англия и Франция в XVIII-XIX веках. Каганат был не только обширнее, но и экономически сильнее Хунну, ибо он взял контроль над дорогой шелка, караванным путем, по которому китайский шелк тек в Европу в обмен на европейское золото, пристававшее к липким рукам сагдийских купцов-посредников. Шелк тюркюты получали из раздробленного Китая, где два царства – Бэй-Чжоу и Бэй-Ци – охотно платили за военную помощь и даже за нейтралитет. Тюркютский хан говорил: «Только бы на юге два мальчика были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». Два мальчика – Чжоу и Ци. В VI веке шелк был валютой и ценился в Византии наравне с золотом и драгоценными камнями. За шелк Византия получала и союзников, пусть подкупленных, и наемников, и рабов, и любые товары. Она соглашалась оплатить любое количество шелка, но торговый путь шел через Иран, который тоже жил за счет таможенных пошлин с караванов, и потому вынужден был их пропускать, но строго ограничивал, ибо при получении лишнего шелка Византия наращивала военный потенциал, направленный против Ирана. Обостренная экономическая коллизия повела к войнам каганата с Ираном. Тюркюты, в отличие от хуннов и гуннов, использовали изобилие высококачественного железа и создали латную конницу, не уступавшую персидской. Но победы они не достигли. Войны повели к истощению сил не столько социальной системы каганата, сколько самого тюркского этноса, ибо от торговли шелком выигрывали и богатели сагдийские купцы и тюркские ханы, а не народ. Но пока не сказал своего слова обновленный Китай, положение и расстановка сил были стабильны. Они изменились в начале VII века, когда снова в историю вмешалась природа и произошел раскол каганата на восточный и западный, два разных государства и этноса, у которых общей была только династия – Ашина. Восточный каганат был расположен в Монголии, где летнее увлажнение стимулировало круглогодичное кочевание, при котором пастухи постоянно общаются друг с другом. Навыки общения и угроза сплачивали народ вокруг орды и хана, и держава была монолитна. Западный каганат находился в предгорьях Тарбагатая, Саура и Тяньшаня. Увлажнение там зимнее, и надо запасать сено для скота. Поэтому летом скот и молодежь уходили на Джейляу, горные пастбища, а пожилые работали около зимовий. Встречи были редки, и навыков общения не возникло. Поэтому вместо Эля там сложилась племенная конфедерация. 10 племенных вождей получили в виде символа по стреле, почему этот этнос называли «десятистрельные тюрки». Ханы Ашина вскоре потеряли значение и престиж, ибо их собственная тюркютская дружина была малочисленна, и вся политика определялась вождями племен. Китай был далек, Иран слаб, караванный путь обогащал тюркскую знать, которая могла воевать друг с другом, что и ослабило западный каганат настолько, что войска династии Тан, находящиеся в фазе подъема, его легко завоевали в 757 году. Можно привести наряду с Вечным Элем и другие примеры инерционных фаз. Эпох торжества здорового обывательского цинизма. Такая формулировка, хотя и может показаться на первый взгляд достаточно экстремальной, на самом деле содержит в себе лишь констатацию факта. Расцвет начинает меркнуть. Здоровый обывательский цинизм следует за мятежной эпохой неизбежно. В Европе он нашел словесное воплощение в тезисе «чья власть, того и вера», когда католики и протестанты перестали различать друг друга, высшие проявления равнодушия. В Византии такая же усталость наступила к середине IX века. Последней трагедией пассионарного надлома, подорвавшей силы византийского этноса, было иконоборчество.
Мы уже упоминали об идеологической программе и этническом наполнении этого явления. Малоазиаты схватились с греками. Борьба тянулась с 718 по 842 год. Она унесла много жизней, причем погибли те люди, которые могли противостоять врагам Византии. В результате болгары захватили Фракию, арабы – Сицилию и Крит, франки – Истрию, а уж о культурно-религиозном влиянии на страны Запада можно было полностью забыть. Но как только избыток пассионариев исчез из системы и миновала эпоха последствий пассионарного надлома, пассионарная депрессия, начался восстановительный период, связанный с пассионарным оптимумом. Это значит, что пассионариев в Византии было столько, сколько надо. Уже при Михаиле III, 842-867 годы, начались победы над арабами и болгарами, последних даже удалось крестить. Последующая Македонская династия восстановила границы Византии по Ефрату и Дунаю, добилась крещения киевских каганов, подняла экономику и культуру Константинополя и вознесла его славу над всем миром. Но самой главной ее заслугой следует считать то, что в это время византийству удалось инкорпорировать множество славян и малоазиатов, хотя и не всех. Византийский этнос стал менее мозаичным, то есть более монолитным. И это явление связано с пассионарностью, вернее, со спадом пассионарного напряжения системы. Огромный и богатый Константинополь своими соблазнами притягивал и втягивал в себя самых разных людей, искавших карьеры и фортуны. Даже императорская фамилия и ее фавориты были в IX-X веках не греческого, а армянского происхождения. Так можно ли вообще говорить о существовании византийского этноса? Согласно нашим дефинициям, можно и нужно. Понятие византийства, хотя в X веке его так не называли, существовало как стереотип поведения, устойчивость которого обеспечивалась социальными и идеологическими формами, властью Базилевса над телами и православного патриарха над душами. И все варяги, армяне и половцы, попадавшие в столицу империи, легко входили в устоявшийся ритм городской жизни и, говоря языком этнографии, инкорпорировались местным населением. Так, несмотря на текучесть и постоянную смену населения, культурные традиции Византии сохранялось. Наличие большого пассионарного центра цементировало периферийные области, Малую Азию и Балканский полуостров. Благодаря постоянному обмену населения, связь между столицей и фемами, как правило, не нарушалась, а империя, защищенная храбрыми славянскими солдатами и способными армянскими офицерами, богатела, жирела и опускалась. В культуре ислама цивилизация – это эпоха тимуридов, сефевидов и великих моголов. В Китае – время династии Юань и Мин. Для древнего переднеазиатского Востока роль умиротворителя принял на себя царь города Аншана Кир, и Ахеменидская империя была фазой цивилизации, то есть угасания страстей и накопления материальных благ. Как видно из краткого, далеко не полного перечня, явление цивилизации в указанном смысле свойственно всем народам, не погибшим до достижения этого возраста. Казалось бы, описанная система должна быть предельно устойчивой, но исторический опыт показывает как раз обратное. Именно цивилизованное царство Навуходоносора пророк Даниил уподобил металлическому колоссу на глиняных ногах, и этот образ сделался классическим. Все перечисленные выше цивилизованные империи пали с потрясающей легкостью под ударами малочисленных и отсталых врагов. Для каждого отдельного случая можно подыскать локальные причины, но, очевидно, есть и что-то общее, лежащее не на поверхности явления, а в причинной глубине. Разберемся. Покорение природы.
Как бы ни свирепствовали пассионарии, но в отношении кормящей нас природы торжествующий обыватель – явление куда более губительное. В фазе подъема ландшафт старались приспособить к своим потребностям и сохранить для будущих поколений. Природу организовывали. В акматической фазе, когда все убивали друг друга ради чести, славы, богатства, ненависти, злобы, мстительности и других страстей, природой заниматься было некогда. Но когда оказалось, что человекоубийство – дело рискованное, потому что можно получить сдачи и могут тебя самого убить, тогда силы большинства населения направились по линии наименьшего сопротивления – на беззащитную природу. Именно в это время в Европе сложилась теория прогресса, согласно которой природа имеет безграничные возможности, а наше дело их использовать. Было громко объявлено, что человек – царь природы, и он стал брать с нее дань спокойно и планомерно. Особенно преуспели в этом наиболее энергичные европейцы, переехавшие на жительство в Америку. Американские колонисты стали обрабатывать холмы, тогда еще не песчаные, как теперь, а поросшие субтропическим, очень красивым лесом. Холмы Виргинии, Каролины, вплоть до Миссисипи, до Луизианы. Эта местность теперь называется Диксиленд, а была она кусочком рая на земле. Климат там не очень жаркий, потому что холодное течение, которое отделяет Гольфстрим от Америки, смягчает зональное воздействие солнца. Ведь это очень южные места. Нью-Йорк там северный город. Но какому городу у нас по широте он соответствует? Батуми. А поскольку там такой жары, как в Батуми, нет, поэтому там росли великолепные леса, полные дичи. Там индейки водились дикими. Потом их приручили и развели в Старом Свете. Там были олени. Там можно было жить небольшой легкой охотой, не испытывая боязни, что может возникнуть голод. Индейцы, которые там существовали и которые применились к местным условиям, разводили маис, который тоже вполне обеспечивал их существование. Но когда пришли туда европейцы, то они увидели, что на этих богатых землях, если свести лес, можно сажать хлопок. А хлопок, вы знаете, это белое серебро, которое везли в Англию. Там вырабатывали хлопчатобумажные ткани, которые развозили по всему миру. Это было легкое средство обогащения. Для того, чтобы разводить хлопковые плантации, потребовались рабочие. Рабочих сначала брали в Англии из числа бедных. Там против бедных действовали законы. Бедность считалась преступлением. Нормальный человек обеднеть не может. С чего он обеднеет, если у него участок земли? Он всегда прокормится, а если у него нет, значит, он пропил. И тогда, пожалуйста, на плантации. Были белые рабы. Но это недолго продолжалось, потому что англичане были достаточно энергичными и предпочитали сами уезжать в Америку, чтобы их не увозили в кандалах. И тогда началась работорговля черными. Стали ловить несчастных негров, привозить их туда и заставлять работать до упаду. Две теории в отношении использования рабов существовали в этих южных штатах Северной Америки. Одна, что купленного негра надо заставлять работать, чтобы он успел окупить затраченные на него средства, а потом пусть умирает. Другая концепция заключалась в том, что нужно создать негру лучшие условия существования, чтобы он жил, работал долго, пусть не так интенсивно, но количеством дней он покроет затраты на себя. А если у него еще окажутся и дети, то тем лучше. И так как дети негров ценились тем больше, чем они были светлее, то хозяин не жалел своих сил на то, чтобы сделать своих рабов более светлыми. И если ему не хватало своих сил, то он всем гостям, которых приглашал к себе на гасиенду, предлагал оказать ему такую услугу. Таким образом, американцы, выходит, обращали в рабство своих собственных детей. Для природы результат был чрезвычайно плохой. Дорст в своей книге «До того, как умрет природа» приводит данные, что для того, чтобы смыть 10 квадратных сантиметров гумуса в лесу, требуется 1500-1800 лет.
При сложном земледелии совсем немного, несколько десятков лет. При монокультуре 10 лет достаточно, чтобы оголить основные породы и превратить богатейшую местность в песчаные бесплодные дюны. И это проделали американские рабовладельцы с той страной, которой они овладели. Вот последствия миграции, которые до сих пор для Америки неисправимы. При всей своей технике американцы не могут вернуть того ландшафта, в который они приехали 200 лет тому назад. Если в Южной Америке испанские конкистадоры, убивавшие большое количество индейцев, грабившие храмы, переливавшие золотые и серебряные произведения искусства в слитки, чтобы отвезти в Испанию, действительно были людьми отнюдь недобрыми, то гораздо больше ущерба природе принесли их довольно гуманные потомки, которые устраивали хозяйство гасиенды капиталистического типа на завоеванных землях. Правда, в испанских колониях этот процесс был несколько осложнен тем, что испанцы изменили биоценозы Латинской Америки. Они привезли туда коров, лошадей, дали индейцам железные орудия. Привезли ослов, развели мулов, и индейцы, не имевшие транспорта, получили возможность перевозить тяжелые грузы на вьючных животных. Испанцы привезли из Аравии кофе, устроили кофейные плантации, а коров развелось столько, что Венесуэла и Аргентина превратились в мировых поставщиков мяса. Но для того, чтобы развести кофейные плантации или потом каучуковые, потребовалось колоссальное уничтожение сельвы. А сельва и так сильно пострадала во время первоначального заселения ее индейцами. Страшная сельва, описание которой можно прочесть во многих книгах, тот тропический лес Амазонии или Юкатана, в котором нельзя жить из-за обилия вредных насекомых и невероятно тяжелого климата. Там ужасно плохо. Жара с влажностью, змеи, пауки-птицееды, от укуса которых можно спастись, если только сразу руку отрезать. Настолько они ядовиты. Ведь это тоже результат человеческой деятельности, только более древний. Вся эта страшная сельва выросла на переотложенных почвах. После того, как индейцы, впервые пришедшие сюда, очевидно, с североамериканского континента, ее заселяли, разоряя самым варварским способом, окоряли деревья, потом ждали, когда они подсохнут, и выжигали. Сажали маис, 2-3 года собирали урожай, потом, когда тропические ливни смывали гумус, уходили на следующий участок. И на месте первоначальной флоры, о которой мы даже не знаем, какая она была, вырастали эти грандиозные лопухи в виде современных тропических деревьев. Но среди них были каучуконосы. Для того, чтобы собирать каучук, потребовались огромные силы и средства, потому что каучук нашел себе применение в автомобильной промышленности и в целом ряде других отраслей. Для того, чтобы обеспечить безопасность этого сбора, истреблялись целые племена индейцев, которые и к этой тяжелой сельве приспособились. Убивали их, высасывали соки из каучуковых деревьев, строили себе на этом дворцы, оперные театры там, в бассейне Амазонки. Денег плантаторам девать было некуда, до тех пор, пока семена каучука не были перевезены в Африку, и он перестал быть их монополией. И на месте каучуковых плантаций оставалась еще худшая зеленая пустыня. Расправа с индейцами. Столь же плачевна была история прерий Северной Америки. Это было так. Пока американцы продвигались через влажные леса восточной половины своего континента, пока они еще не дошли до Миссисипи, они свирепствовали главным образом над местным населением, индейцами. Индейцы были земледельцы, имели поля, строили большие дома, довольно быстро переняли у англичан и французов огнестрельное оружие, сопротивлялись как могли, но они не сумели организоваться. Для того, чтобы организоваться даже в условиях крайней необходимости, нужна некоторая пассионарность, позволяющая ставить идеал выше ближних непосредственных интересов. Ведь идеал — это далекий прогноз. Для того, чтобы защитить себя, нужно его иметь, а не жить только сегодняшним днем, как обыватели. При всех хороших качествах, личной храбрости, выносливости, честности, нужно еще суметь сообразить, что необходимо
подчиняться вождю, даже если он из чужого племени, иначе конфедерации племен создать было нельзя. Конечно, и у индейцев попадались отдельные пассионарии, потому что и у них пассионарные толчки в свое время были. Имена индейских пассионариев мы знаем, например, Понтиак, вождь Оттавов, алганкинское племя, Ациола, вождь Семинолов, возглавивший восстание во Флориде, Сидящий бык, вождь Сиу, сумевший вывести свое племя в Канаду, Херонимо, вождь Апачи, Волчий плащ, вождь Чейенов, Острый нос, вождь Арапахов и многие другие. Однако это были реликтовые персоны, а не этносы. В дальнейшем последовательно племя за племенем индейцы истреблялись американцами, имевшими хорошую организацию. Эта организация заключалась в следующем. Белые понимали, что подчиняться своим губернаторам штатов и своим полковникам надо. В этом есть смысл, и хотя это в данный момент неприятно, но потом окупится. И вот эта пассионарная волна перешла Миссисипи и стала распространяться по американской прерии, а прерия — это примерно наша казахская степь, с той только разницей, что в ней паслись не стада сайги, а стада бизонов. Индейцы этих бизонов истребить не могли. Они не могли использовать огромные запасы бесплатного мяса до тех пор, пока у них не было лошадей, потому что с грузом пешком по степи далеко не пройдешь. Воду надо брать с собой, она тяжелая, поэтому они жили по берегам рек и на охоту ходили только очень недалеко. А бизоны безопасно паслись по всей прерии от Рио-Гранде до Южной Канады, до границы леса. Их прирост ограничивался только эпидемиями, которые уносили их в большом количестве из-за скученности. Иногда их резали крупные серые американские волки. Как уже говорилось, испанцы привезли в Америку лошадей, а так как они пасли их небрежно, то значительная часть лошадей убегала в прерию. Там они одичали, стали ходить по степи, как и свойственно диким лошадям, табунами. Индейцы сообразили, что это им выгодно, стали ловить этих лошадей и заново их одомашнивать. Это были мустанги. Причем индейцы прерий были люди способные. Они вполне воспринимали все достижения европейской культуры. Ездить верхом они выучились гораздо лучше европейцев, потому что те племена, которые успевали поймать лошадей и приручить их, учили своих детишек верховой езде с 4 лет, так что, входя в возраст, они на лошади чувствовали себя так же, как наши монголы, ничуть не хуже. В связи с этим у них появилась возможность отходить далеко от рек и убивать бизонов, но они делали это крайне осторожно. Как раз в тот момент, когда европейцы проповедовали безграничность богатств природы и теорию прогресса, согласно которой надо уничтожать вредных животных и сохранять полезных, как будто кто-то знает, кто вредный, кто полезный, индейцы исходили из убеждения, что Великий Дух не создал ничего плохого. Все, что он создал, должно существовать. И убивать просто так, не для еды, может только сумасшедший. Мы сейчас с наших позиций охраны природы стоим вполне на точке зрения индейцев Сиу, но в то время они эту истину доказать никому не могли. И поскольку они протестовали против бессмысленного убийства бизонов, убийства не ради мяса, а ради шкур, кож, которые вывозили промышленники, то их самих истребили. Это и была в 70-х годах XIX века так называемая Индейская война. На несчастье Америки прогресс техники дошел до такой степени, что американцы провели трансконтинентальную железную дорогу и стали совершенно свободно ездить из Нью-Йорка в Сан-Франциско. По дороге проезжающие джентльмены развлекались тем, что стреляли в бизонов, не имея возможности их даже подобрать. Просто развлекались стрельбой, убивали и ранили животных. Бизоны падали и гибли. Иногда, когда поезд останавливался, пассажиры, перебив несколько сот бизонов, у некоторых вырезали языки, чтобы их поджарить, но мясо и даже кожу оставляли. Они были богатые, им это было не нужно. В результате стада бизонов сократились до таких пределов, что бизонов практически в степях не стало. Вместе с бизонами
Погибли и индейцы, приспособившиеся к планомерной и регулярной охоте на бизонов. Месть природы. Но ведь никогда не бывает, чтобы свято место оставалось пусто. Нашлись предприимчивые американцы, которые привезли сюда овец и решили, что траву съедят овцы. Но если бизон недоступен мелкому волку, а доступен только крупному, то овца вполне может быть добычей шакала. Их там называют койоты. И шакалы стали делать набеги на овечьи стада, весьма сокращая их численность. Пришлось перейти к крупному рогатому скоту, и тогда появились на месте индейских племен такие группы, которые называются ковбои, причем они создали по существу субэтническую группу среди американцев. Они жили в своих маленьких городках очень долго, иногда всю жизнь. Дети их оставались там на жительство, культуру они не воспринимали, грамоте их учить было незачем, да и ни к чему, им все было неинтересно. Они пасли скот с малых лет, учились стрелять из длинноствольных пистолетов и пить джин в большом количестве, а также убивать тех индейцев, которые еще уцелели. Потом был создан романтический образ ковбоя для литературы и кино. Появились ковбойские фильмы, ковбойская литература. Но природа мстит за себя. Пока разводились стада коров, суслики, которые там живут в большом количестве, стали поедать оставшуюся от бизонов траву, а койоты, конечно, ели сусликов. Но суслики размножаются быстрее, и количество пастбищ резко сократилось. Кроме того, норы, которые эти грызуны выкапывают в степи, очень опасны для крупных животных, и для лошадей, и даже для коров. Если те попадают в нору ногой, то ломают ногу, а животное со сломанной ногой подлежит немедленному убою. То есть суслики воспользовались преимуществом, которое для них создали первопроходцы англосаксонского происхождения. К тому же и ковбойское мясное хозяйство не выдержало конкуренции с Аргентиной и Венесуэлой, где быки и коровы попали на места более благоприятные. Пришлось перейти к земледелию. Тогда американцы стали самым богатым, вывозящим хлеб народом. Перебили конкуренцию наших русских южных помещиков, которые раньше через Одессу вывозили огромное количество хлеба. Американский хлеб, маис и пшеница был настолько дешев в то время, что он бил любую конкуренцию. Для того, чтобы хоть как-то поддержать цены на них, правительство покупало по дешевке этот хлеб и уничтожало его. Хлеб топили в море или сжигали, для того, чтобы не снизить цены и не разорить фермеров. Остаток прерий, то, что осталось после бизонов, после овец и после крупного рогатого скота, распахали земледельцы, и тогда пошли пылевые бури. Первая из них случилась в 30-х годах нашего века и нанесла неисчислимый ущерб, потому что сильный ветер с запада, дувший от кордильер, засыпал песком и мелкой пылью почти все сады и поля Восточной Америки. Убрать эту пыль было невозможно, а плодородия в ней никакого не было. Только тогда начали обязывать фермеров принимать меры по сохранению ландшафта, по восстановлению дернового слоя, по восстановлению почвы. Если какой-нибудь фермер отказывался принимать меры, то явившийся инспектор, констатировав, что работа не проведена, приводил подрядчика. Подрядчик проводил работу, а цена работ приписывалась к подоходному налогу фермера. Это они сделать сумели. И перешли к такой культуре, которая тоже оказалась крайне выгодной – картошке. Картофель, как известно, растение американское, но южное. И на севере оно почти не было распространено. Но американцы посадили клубни, картошка прижилась и стала расти там. Очень хорошо. Фермеры богатели, пока не продвинули свои поля до склонов кордильер, где обитали на каких-то кустах жучки с длинными носиками. Этим жучкам очень плохо жилось, потому что там кустов было мало и пищи не хватало. Вот они и приспособились есть картофельную ботву. И вместе с картошкой они победным маршем прошли по всей Америке, перебрались в Европу и дошли до нас.
Выходит, что истребление индейцев, бизонов, богатейшей природы Диксиленда, Новой Англии, где леса превращены в пустоши, в песчаные дюны, все это пошло на пользу главным образом жукам-долгоносикам, которые освоили новый континент Европу. Так что, как видите, господство спокойного обывателя, золотой посредственности, не всегда бывает полезно для окружающей среды, которая нас кормит и составной частью которой мы являемся. И не стоит думать, что подобное отношение к природе свойственно только современным представителям так называемого цивилизованного мира. И в более ранние времена у других народов встречалось такое же потребительское отношение к природе со столь же плачевными результатами. За 15 тысяч лет до нашей эры на Земле не было пустынь, а теперь куда ни глянь пустыня. А ведь любая пустыня – это результат гибели природы из-за деятельности человека, возомнившего себя ее царем. Именно так трудолюбивые земледельцы, думающие об урожае одного года, превратили в песчаные барханы берега Эцзингола, Хатан-Дарьи и озеро Лобнор, взрыхлили почву Сахары и позволили самумам развеять ее. Сахара продолжала расти и в античное время. Дело в том, что огромные стада лошадей, которые нужны были для римской кавалерии, паслись в предгорьях Атласа на рубеже Сахары. Они вытоптали землю так, что там тоже начала воцаряться пустыня, и до сих пор она расширяется. Свидетельство тому недавняя сахельская трагедия. И так было всегда. Вообще надо отметить, что воздействие на природу в античное время со стороны римского мира, Пакс Романа, было ничуть не меньше, чем в наше время со стороны европейского мира, разумеется, с учетом разницы в уровне развития техники. Чтобы убедиться в этом, посмотрим, каким пришел Рим к первому веку нашей эры, своей инерционной фазе. Начнем для понимания механизма явления с общего обзора тех изменений в отношениях римлян с ландшафтом, которые происходили в предыдущие 2 столетия. Итак, что же было в это время в Риме? Ничего хорошего, потому что Рим превратился из маленькой деревни, где жило 500 семейств, в победоносный великий город, который распространился на большое пространство и превратился в город с миллионным, 1,5-миллионным и, наконец, 2-миллионным населением. Сами понимаете, что такой город надо было кормить, а кормить его было очень трудно, потому что сами римские граждане не желали работать. Они завоевали столько стран вовсе не для того, чтобы потом дома заниматься скучным земледельческим трудом. Они считали себя участниками общего дела. Республика – общее дело. И полагали, что если оно приносит доход, то они должны получать свою долю этого дохода. И потому легионеры, ходившие в далекие походы на восток, в Грецию, в Сирию, на запад, в Испанию, на север, в Галлию, современную Францию, возвращаясь с большой добычей и получая отставку и даже земельные наделы, эти земельные наделы быстро пропивали и свою добычу тоже. Кстати сказать, они не могли поступать иначе, потому что походы требовали от них такого нервного напряжения, что отдых им был необходим, а отдых стоил дорого. Ведь отдых – это же не просто лежать под оливой. Отдых – это удовольствие, они всегда денег стоят. И они закладывали все свое имущество, пропивали его, а потом надо было или снова идти в легионеры, или, если они были старые, усталые и их не брали, получать от государства средства для существования. Им давали бесплатно хлеб, так как считали, что раз у них есть хлеб, они не пропадут. Конечно, не единым хлебом жив человек, надо и оливок, и масла, и мясо поесть, и рыбки солененькой, и вина выпить. Для этого они доставали деньги, обслуживая вождей различных политических партий. И чем активнее они обслуживали своих вождей, тем больше те вожди им платили. В результате Средняя Италия, родившая этот этнос, совершенно изменила свой ландшафт. Богатые земледельческие угодья превратились в пастбища
по той простой причине, что в те старые времена холодильников не было. И мясо привезти откуда-нибудь из-за моря было невозможно, оно бы протухло. Поэтому на бойни в Рим пригоняли быков и свиней для того, чтобы их тут же резали и мясо сразу же продавали. А хлеб можно было привезти из Африки, где в долинах Атласа были фосфористые почвы, дававшие баснословно большие урожаи. Плоды можно было привезти из Испании, из Южной Галлии, называемой Прованс, буквально провинция, то есть завоеванная страна. Вино из Греции, хлеб еще и из Египта везли в большом количестве, то есть все можно было привезти, кроме двух вещей – свежего мяса и цветов для женщин, ибо женщины, я не знаю почему, очень любят цветы. В результате город Рим с 2-миллионным населением превратился в город-паразит, который жил за счет всех завоеванных провинций и высасывал из них все соки. Казалось бы, провинции должны беднеть, нищать и превращаться в совершенное ничтожество. Ничего подобного не было. Они, при том, что их грабили целиком и полностью, богатели, увеличивали свою продукцию и выдавали на Рим столько, сколько требовало начальство, и еще себе и своим детям оставляли, не меньше, чем отдавали. За счет чего же достигалось такое процветание? За счет совершенно безобразного ограбления природы. Великолепные дубовые и буковые леса Италии были вырублены, и склоны Апеннин поросли маквисом. Испания, которая была покрыта прекрасными субтропическими лесами, превратилась в степь, по которой можно было только овец гонять, как в Монголии, и испанцы стали скотоводческим народом. В Африке богатейшие долины были выпаханы, перестали давать какие-либо урожаи, то есть житницы Рима, Африка и Сицилия оказались голыми каменистыми странами почти беспочвенного слоя. Отсюда ясно, что если мы процветаем, то всегда за счет чего-то. А древние римляне, подобно нашим недавним предкам, считали, что богатства природы неисчерпаемы. Их потомкам пришлось убедиться, что они были неправы. Вместе с тем сказать, что у них была хорошая, веселая жизнь, нельзя. Понятно, что 2-миллионное население в Риме создалось не за счет естественного размножения и даже вопреки тем демографическим тенденциям, которые в это время были. В большом городе, где много всякого рода удовольствий, и удовольствия эти бесплатны, не только хлеб давали, но и бесплатные представления ставились для римских жителей и обитателей, женщины не очень стремились иметь детей. Римские матроны принимали все меры, чтобы сохранить фигуру как можно дольше, поэтому в Риме был отрицательный прирост населения. Пополнялось же население за счет людей из провинции, которые приезжали, и поскольку прописка там не требовалась, занимали угол и находили себе какое-то применение, далеко не всегда целесообразное с точки зрения государственной. Одни становились сутенерами, другие контрабандистами, третьи ворами, четвертые наемными убийцами, женщины проститутками, кто кем. И огромные пятиэтажные дома в Риме были. Там сдавали комнаты или даже углы. Теснота была жуткая. Дома строились плохо, вентиляция омерзительная. Здания иногда падали, погребая жильцов под собой, но их строили заново, так же скверно, потому что погибших никто не считал и не жалел. Правда, римляне сделали несколько важных технических усовершенствований. Они провели канализационную систему, использовав маленькую речку, которая называлась клоака. С тех пор клоакой стала называться любая канализация, а с другой стороны сделали водопровод. Раньше они обходились акведуками, то есть ставили желоб на подпорках и по нему пускали чистую воду, которая все время обменивалась кислородом с атмосферой. Но в город-то акведуки не проведешь, да и грязь в городе, воздух плохой, поэтому сделали водопровод. Они умели делать водопроводы, но со свинцовыми трубами. Вино также хранили в свинцовых сосудах, а других и не было. Вода стала заражаться свинцовыми окислами. Вино портилось, и люди постоянно медленно отравлялись. Короче говоря, в Риме был очень тяжелый быт,
который люди терпели, чтобы бездельничать. Таким образом, в инерционной фазе вся система превратилась в паразитическую, существовавшую за счет ограбления природы Средиземноморья и окрестных стран, в которые шла постоянная экспансия. Цезарь захватил Галлию, получил оттуда огромное количество золота и с помощью этого золота захватил власть в Риме. Помпей захватил Сирию. Антоний, женившись на Клеопатре, тем самым ввел в римскую систему Египет, который был после гибели Антония оккупирован Августом. Таким образом, к I веку создалась страна, которая ограничена была Рейном, Дунаем и Ефратом, огромная страна. Природу спасало здесь отчасти лишь то, что население этой большой страны не превышало 50-52 миллиона человек, то есть такого перенаселения, как сейчас, не было, но и при этом неэкономное расходование природных средств изменяло ландшафты. Природные биоценозы упрощались и исчезали, расширялся антропогенный ландшафт мирового города. Этот противоестественный уровень развития урбанизации – синоним инерционной фазы, когда этнос, как антей, теряет связь с почвой, на которой он вырос. На эту тему Джон Стюарт Коллинз в книге «Всепобеждающее дерево» пишет: «Святой Павел был прав, призывая гнев Божий на головы жителей Антиохии. Правы были и другие пророки, проклинавшие города, но, поступая правильно, они руководствовались ложными мотивами. Суть греха была не в его моральной стороне, он относился не к теологии, а к экологии. Чрезмерная гордыня и роскошь не навлекли бы кары на людей, зеленые поля продолжали бы плодоносить, а прозрачные воды нести прохладу. Какой бы степени ни достигли безнравственности и беззакония, высокие башни не зашатались бы, а крепкие стены не обрушились бы. Но люди предали землю, данную им Богом для жизни. Они согрешили против законов земных, разорили леса и дали простор водной стихии. Вот почему нет им прощения, и все их творения поглотил песок». Блестяще, но неверно. Безнравственность и беззаконие в городах – прелюдия расправы над лесами и полями, ибо причина того и другого – снижение уровня пассионарности этносоциальной системы. При предшествовавшем повышении пассионарности характерной чертой была суровость и к себе, и к соседям. При снижении характерно человеколюбие, прощение слабостей, потом небрежение долгом, потом преступление. А привычка к последним ведет к перенесению права на безобразие с людей на ландшафты. Уровень нравственности этноса – такое же явление природного процесса этногенеза, как и хищническое истребление живой природы. Благодаря тому, что уловили эту связь, мы можем написать историю антропогенного, то есть деформированного человеком ландшафта, ибо скудость прямых характеристик природопользования у древних авторов может быть восполнена описаниями нравственного уровня и политических коллизий изучаемой эпохи. Именно динамика описанной взаимосвязи – предмет этнологии, науки о месте человека в биосфере. А пока мы можем сделать жестокий, но логический вывод. То, что европейские эволюционисты называют цивилизацией, а мы – инерционной фазой этногенеза, не так уж безобидно и прогрессивно. Оказывается, за все надо платить. И везде, где проходила инерционная фаза, цивилизация пилила сук, на котором сидела. Потому и является неизбежной следующая фаза, о которой ни один историк-географ не скажет доброго слова.